Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Сегодня во всех школах города прозвенел последний звонок для 9 и 11 классов. 764 выпускника попрощались со вторым домом. Глава администрации Виталий Михайлов проехал по всем школам, рассказывает Марина Баринова. В этом году последний звонок прозвучал и для 53 кадетов. Торжественное построение, посвященное окончанию учебного года, состоялось в лицее государственной службы города. Очень много эмоций прям. И одновременная грусть и радость за новые этапы своей жизни, к которым наш лицей так долго готовил. Думаю, пора применить на практике, чему нас учили здесь, как нужно вести себя во взрослой жизни. Действительно, лицей вложил в меня столько интересного, нового, связанного с госслужбой, поэтому я все-таки решила не отходить от этого вектора и все-таки продолжить свою деятельность, свою жизнь именно вот с этим направлением. И я собираюсь поступать на политолога. Это человек, который разбирается в политике, в госслужбе и так далее. Мероприятие началось с церемонии вручения свидетельств об окончании кадетского обучения и лент выпускников. Вот я свой город очень сильно люблю, и я хочу, чтобы вы тоже так же любили свой родной город. Со своей стороны муниципалитет, республика наша Чувашская очень много вкладывает сегодня в развитие нашего родного города. Вы это ощутите в ближайшее время. И колоссальный проект по благоустройству дворов, и колоссальный проект по ремонту дорожной сети. Пока идет сегодня программа замечательная по капитальному ремонту школ, по строительству садиков. И я думаю, лет через 5 кто-то даже из вас вольется в коллектив администрации города и тому, чему научился в будущих учебных заведениях, поделится опытом уже в родном муниципалитете. Последний звонок не повод грустить о прошедшей школьной паре. Это трамплин в новую жизнь. Так характеризует этот день ребята. И поэтому слова напутствия будущим сотрудникам государственной службы звучали гордо. А слова кадетского девиза, произнесенные выпускниками, содрогнули стены лицея. Богу, душу, жизнь, отчизне, долг, себе, честь, никому. Торжественно поздравив выпускников, Виталий Михайлов посетил и другие школы города. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели. Отчет о результатах деятельности Кабинета министров Чувашской Республики за 2018 год, организация отдыха и оздоровления детей в период летних каникул, обеспечение пожарной безопасности. Эти темы обсудили в рамках единого информационного дня. Информационная группа в составе управления Роскомнадзора Татьяны Евдокимовой и начальника отдела информатизации администрации города Николая Глазова посетили детскую музыкальную школу. Здесь трудовой коллектив ознакомились с итогом развития республики за 2018 год. Татьяна Львовна подробно остановилась на основных направлениях. Это здравоохранение, образование, социальная сфера, культура и спорт. По вопросу летнего отдыха детей руководитель информгруппы отметила, что сокращается количество предприятий, которые предоставляют услуги досуга детей своих сотрудников. Связано прежде всего с тем, что очень резко возросло требование к качеству оказания подобного рода услуг и к стационарным помещениям, в которых будут осуществляться отдых детей. Очень строго сейчас не подходит, и поэтому мало кто может на себе позволить устройство подобного рода организации. Николай Глазов рассказал о благоустройстве дворовых территорий. На это выделено более 20 миллионов рублей. Будут отремонтированы дороги по улицам Новой, Московской, Восточному микрорайону. Проложат тротуары в районе поселка и улицы Красноармейской. С сотрудниками Центральной библиотеки встретился депутат Госсовета Киямиддин Мифтахуддинов. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Бладцева. Вести недели. В рамках 12-го Чебоксарского международного кинофестиваля в кинотеатре «Проспект» города Канаша демонстрировались 4 авторские киноленты. О том, как был воспринят фильм режиссера Виктора Алферова «Облепиховое лето», Ирина Константинова. «Облепиховое лето» – тонкая драматическая история о жизни и смерти великого советского драматурга Александра Вампилова, автора таких произведений, как «Утиная охота», «Старший сын» и другие. Его образ на экране сыграл Андрей Мерзликин, в жизни которого главное его дело. Не все мы знакомы с творчеством Александра Вампилова, а еще меньше тех, кто знает о его судьбе. После просмотра картины многим захочется почитать его пьесы. Сценарий фильма наполнялся из личных источников, писем, воспоминаний близких
советских людей. Как и творчество самого Вампилова, фильм не несет идеологии, лозунгов, есть только жизнь, основанная на понятиях чести и достоинства. По сюжету «Победы жизнью» драматург Вампилов изо всех сил бьется с вышестоящими чинами, чтобы получить возможность свободно публиковаться. Он хочет, чтобы его пьесы ставили в театрах. Но некоторые чиновники остерегаются их пропускать. Сложившаяся ситуация сказывается на семейных отношениях. К тому же у главного героя есть друзья, которым он дорог, близок и необходим. Но несмотря на это, Вампилов испытывает душевные мучения из-за смерти отца, а также его тянет на озеро Байкал, где он мечтает купить большой дом, чтобы там работать в тишине и покое. И все бы ничего, да только страшная трагедия перечеркнула все ожидания и мечты. Стоит отметить, что канадцам фильм пришелся по душе. Его сюжет был интересен не только взрослому населению. Фильм понравился. Очень близок к жизни того времени. Ну, все фамилии были знакомые в сюжете. Ну, побольше таких фильмов. Мне лично очень понравился. Конечно, может быть, немножко не для их возраста. Я их взяла с собой, конечно, но немножко, может быть, не по их возрасту, но я пыталась во время фильма донести до них то, что мы теряем в наше время. Даже мое поколение уже теряет связь с настоящим. Нашим нужен кинотеатр. И нужно ли фильмы просматривать именно в кинотеатре? Обязательно. Обязательно. Дома это не чувствуется ничего. Именно в кинотеатре приходит сознание много. Ирина Константинова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели. Отчетным концертом воспитанники детской музыкальной школы почтили память заслуженного артиста Чувашской республики Максима Михайлова. На сцене выступили лучшие из лучших. Подробности в нашем сюжете. Подводить итоги учебного года, завершая его отчетным концертом, стало доброй традицией детской музыкальной школы. Ежегодно это является своеобразным показателем достижений воспитанников. Но в этом году он был посвящен памяти заслуженного артиста Чувашской республики Максима Михайлова. Имя его известного деда уже более полугода гордо носит детская музыкальная школа. В прошлом году летом у нас велись переговоры о том, чтобы дать нашей школе, нашему маленькому провинциальному городке. Школа музыкальная единственная в городе, но она старейшая школа. И велись переговоры о том, чтобы дать школе имя знаменитого нашего земляка Максима Давидовича Михайлова. Но чтобы принять такое решение, мы взяли на себя обязательства. Мы обещали Максиму, что мы будем не просто носить имя нашего земляка, но мы будем делать все, чтобы увековечить его память. И вот уже в этот учебный год дал свои результаты. Мы провели на нашей сценической площадке 2 межрегиональных конкурса. И один из них мы посвятили Максиму Давидовичу Михайлову. Это был вокальный конкурс. И наши многие дети стали лауреатами этого конкурса. Звезды оперы и балета, заслуженные артисты России Мария Еланова и Елена Лемешевская, супруга Максима Игоревича Ольга Мансуровна и дочь Анастасия, заслуженные работники культуры, представители властей города. Все без исключения вспоминали Максима Михайлова добрым словом. Наша музыкальная школа так знаменита на всю республику своими успехами и достижениями. Но я надеюсь, что присвоение такого высокого имени нашей школе, как Михайлова Максима Давидовича, даст толчок, станет импульсом для дальнейшего развития и процветания. Фильм, созданный Зинаидой Паршагиной, о жизни человека, всецело отдавшего себя театру, никого не оставил равнодушным. Возможно, многие узнали о нем то, что было неизвестным много лет. За 64 года преподавателям удалось превратить детскую музыкальную школу в маленькую страну, где каждый волшебник способен творить чудо под названием искусство. И это ярко демонстрировали участники концерта. Марина Баринова, Елена Бладцева, Павел Павлов. Музыкальная школа. Турнир по вольной борьбе среди младших юношей на призы мастера спорта международного класса Антона Афанасьева собрал свыше 130 борцов из Мордовии, Пензы, а также районных и республиканских спортивных школ. Подробности у Марины Бариновой.
Данный турнир прочно вошел в спортивную жизнь города. Уже во второй раз его участники выходят на ковер, чтобы побороться за призовые места. Традиционно он проходит на базе детско-юношеской спортивной школы «Локомотив». Участников турнира приятно удивило присутствие почетных гостей в лице главы администрации Виталия Михайлова, героя России Николая Гаврилова, и воодушевило всех на победу. Я очень благодарен Антону и его семье за ту работу, которую они проводят в патриотическом воспитании детишек, и за ту работу, которую они проводят для того, чтобы память о той жесткой, о той тяжелой войне сохранится в наших сердцах, и мы помнили, как это тяжело дается победить такой самой страшной войне. Поэтому желаю вам счастья, благополучия, здоровья. Сегодня не будет проигравших, все будут победителями. Вольная борьба является самым красивым видом спорта. Основы и азы начальной подготовки по вольной борьбе наиболее полно и гармонично сочетаются с основами физической подготовки всех спортсменов. Поэтому среди сегодняшних молодых борцов, безусловно, мы хотим видеть мастеров спорта, чемпионов Чувашии, России, мира, Европы и, возможно, и олимпийских чемпионов. Мы гордимся вами. Будьте едины. Когда мы едины, мы непобедимы. 15 команд, а это 130 борцов, раз за разом выходили на ковер, максимально используя свои силы и технику. Каждая весовая категория нашла своих победителей и призеров. Им были вручены дипломы и медали соответствующих степеней. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Елена Бладцева, Павел Павлов. Вести недели. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Гипермаркет низких цен «Светофор» в Канаше уже зарекомендовал себя как магазин с большим ассортиментом товаров по приемлемым ценам для семьи и для дома. Магазин нам очень нравится. Здесь много товаров для дома, для хозяйства. Для ребенка можно найти и памперсы, и питание есть. Очень ассортимент нам нравится. Экономим семейный бюджет. Покупателям удобно посещать «Светофор» дружными семьями, так как каждый из ее членов находит необходимый ему товар. Кроме широкой линейки продуктов питания, куда входят консервные, кондитерские изделия, крупы, полуфабрикаты, имеется отдельный зал для мясных, молочных, колбасных изделий. Широко представлены и детские товары, бытовая химия, цветы, посуда, одежда и сезонные товары. Уже сейчас садоводы и огородники смогут пополнить запасы необходимого инвентаря. Открываем дачный сезон вместе. У нас в наличии укрывной материал, грунт, побелка, грабли, лопаты, ведра и многое-многое другое. Магазин очень хороший, мне очень нравится. Почти каждую неделю посещаю этот магазин. Цены приемлемые, выбор очень большой. Можно походить, погулять, посмотреть, ознакомиться с товаром. У нас продукты не залеживаются на прилавках, за счет чего имеет хороший срок годности. Цена продажи всегда ниже, чем у конкурентов. Поэтому магазин «Светофор» выбирает те, кому дорого время. Мне нравится в магазин «Светофор» ходить за игрушками детскими, здесь они дешевле, за чистящими средствами в основном. «Светофор» привлекает покупателей разнообразными акциями и подарками, предлагая более 100 наименований товаров. «Светофор» напрямую сотрудничает с производителями, поэтому мы можем позволить доступные цены для населения. Ассортимент «Светофора» постоянно обновляется. Мы предлагаем широкий выбор товаров для дома, для хозяйства, садово-огородный инвентарь, сезонный товар. Постоянно устраиваем акции, чтобы население могло экономить свой семейный бюджет. Совершайте умные покупки, экономьте вместе с нами. Масло подсолнечное 5 литров по акции 199,90. Макаронные изделия 4 килограмма по акции 69,90. Сроки и условия акции уточняйте в магазине.